Доброе утро, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Не соответствует действительности. Оперативный штаб республики опровергает распространившееся сообщение об отмене режима самоизоляции. 110 тысяч тонн технического груза в Ленске продолжают обрабатывать прибывшие по навигации партии для нужд компании «Алроса». Театр сегодня. Расскажем об их работе, о зрителе, о проблемах видеоспектаклей и о том, как формируется театральный репертуар в сегодняшних реалиях. Оперативный штаб республики опровергает распространившееся в социальных сетях сообщение об отмене режима самоизоляции. Это не соответствует действительности, говорится в сообщении. Напомним, что указом главы Якутии ограничительные меры по коронавирусу в республике были продлены до 30 ноября. В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год. Учреждения дополнительного образования возобновляют работу с 14 ноября. В Якутии соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Таким образом, с соблюдением мер профилактики инфекционных болезней разрешена работа спортивных залов, легкоатлетических манежей, лыжных баз, ледовых дворцов, хоккейных кортов для тренировочных занятий по всем программам доп. Образования и спортивной подготовки. То же самое касается и центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» для сдачи нормативов. Столица республики присоединится к масштабной акции под названием «Мне не фиолетово». 17 ноября в регионах России включат фиолетовую подсветку в знак солидарности с семьями недоношенными детьми. В Якутске подсветку включат на телебашне и на фонтане площади Орджоникидзе с 8 вечера до 11 часов по местному времени. Фиолетовый официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость, говорится на официальном аккаунте этой акции в Инстаграме. Кроме того, к акции присоединятся наши телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы расскажем истории матерей недоношенных детей. Ветеринары продолжают противоэпизодические мероприятия осеннего периода на территории Якутска и Жатая. Так, для исследований на бруцеллез и лейкоз провели отбор 1425 проб сыворотки крови от крупного рогатого скота в Магане, Жатае, в селе Кельдямцы, Тулагина, Хатасы и Табага. Всего 1607 животных прошли аллергическое исследование на туберкулез и паратуберкулез. Кроме того, вакцинацию прошли 546 голов крупного рогатого скота, в том числе в Кельдямцах. 70 крупного рогатого скота получили прививки против сибирской язвы и МКАРа. Ну а в селе Хатасы 389 голов привили от лептоспироза, а в селе Табага 87 голов. Кроме этого, в Магане против сибирской язвы вакцинировали 65 лошадей. К другим новостям. В Ленске склады управления материально-технического снабжения после навигации заполнены доверху. В навигацию для предприятий «Алроса» поступило 110 тысяч тонн технического груза. Кладовщики там до сих пор принимают и обрабатывают всю поступившую номенклатуру. Сюжет нашей коллеги Олеси Васевой. Не помашешь лопатой, к работе не приступишь. За несколько дней складские площадки Ленского отделения ОМТС засыпало снегом. Тут и почистить, и отгрузить вовремя все нужно успеть. Оборудование у нас засыпает снегом. И получается, например, этикетки, которые там, либо номер накладной не видно, приходится самим даже где-то руками чистить, убирать. Куда комфортнее в теплых складах, но и здесь работы не меньше. Для каждой позиции свое место. Разложить все по полочкам – задача не из легких.
В начале зимы полки склада спецодежды заполнены доверху. Здесь и теплое белье, и зимняя спецовка, и средства индивидуальной защиты. Все это поступило по навигации. Кладовщики до сих пор принимают и сортируют груз, параллельно отправляя его заказчикам, предприятиям «Алроса». Полный склад спецодежды – это всего лишь 297 тонн. Самая немногочисленная позиция среди всего объема технических грузов. За всю навигацию здесь приняли 110 тысяч. Это машины и оборудование, стройматериалы, взрывчатые вещества, резинотехнические изделия. Пик навигации пришелся на июль и август. Тогда поступали объемно-массовые грузы. Тенденция сохранилась до конца навигации. В основном поступал сложный технический груз. Мы видели, что и тоннаж судна был небольшой, но именно в номенклатуре, в объеме, конечно, все кратно у нас увеличилось. И последние месяца, сентябрь, октябрь месяц, мы работали именно на этом переделе. То есть приемка технического груза, оборудования, горно-шахтной техники, расходных материалов, запасных частей. За лето на центральную базу после оптимизации перевезли весь металлопрокат. Сегодня все склады и уличные площадки у ленских снабженцев заполнены на 100%. Начинаются долгие зимние перевозки. Весь полученный груз уже отправляется заказчикам. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Останки якутского солдата обнаружили поисковики в Тверской области. Это уроженец Верхневилюйского района Ефим Ильин. По сообщению волонтера поискового отряда «Победа» Лилии Слепцовой, останки красноармейца обнаружили осенью. На его медальоне была надпись «Наслег Хамустах». Сначала ребята из отряда пытались сами найти родственников, но так как такого наслега уже не существует, они потеряли след. Поэтому поисковики попросили распространить информацию о поисках родственников с этого солдата. После публикации в социальных сетях поступило очень много сообщений от разных людей, утверждающих, что Ефим Ильин является их родственником. Его имя, год рождения и место рождения удалось установить с помощью медальона, который у него был при себе. Медальон был очень сильно испорчен, но ребята из лаборатории все-таки смогли установить данные. Экологический диктант стартовал по всей России. В экодиктанте принимают участие более 2 миллионов человек. В масштабной проверке экологических знаний может принять участие любой желающий в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии. Министр этого ведомства Сахамин Афанасьев уже написал диктант и отметил важность этого мероприятия. Каждому жителю республики выпала возможность проверить свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Сейчас уделяется пристальное внимание экологическому просвещению и формированию экокультуры в России и в республике в частности, начиная с юных якутян, заканчивая взрослым населением. Финал 6-го национального чемпионата под названием «Обилимпикс-2020» в республике состоится с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. По итогам регионального чемпионата сформировали сборную Якутии. Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Якутске. Также в Нерюнгри всего будет 19 компетенций. Среди них резьба по дереву, мультимедийная журналистика, массажист, кондитерское дело, ресторанный сервис, сетевое и системное администрирование, бисероплетение, веб-дизайн, портной, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и лабораторный анализ. Кроме того, там будут компетенции предпринимательства, экономика, бухгалтерский учет и многое другое. О сегодняшнем театре, зрители, о проблемах видеотрансляции спектаклей и о том, как формируется театральный репертуар. Эти темы обсуждают с известными театральными критиками якутские коллеги, журналисты и блогеры. В тонкостях театральной жизни в сегодняшних реалиях попыталась разобраться наш корреспондент Юлия Михайлова. Сегодня уже нельзя однозначно сказать, что театр начинается с вешалки. Почти на полгода все театры были закрыты на карантин. Театральная жизнь ушла в сеть. Но смотреть спектакль на планшете дома или в театре – это две большие разницы. Иногда бывает такое, что на снят даже гораздо лучше, чем есть на самом деле. Потом вживую смотришь, все совсем не так, это просто эффект монтажа. Не все российские театры могут похвастаться большой и качественной видеотекой. Сегодня это проблема всего российского театра. Рассказать о том, как возможно, какое возможно взаимодействие, как быть интересным сегодня
и людям театра, с одной стороны, и людям, которые интересно, которые хотят читать или знать что-то больше о театре. В рамках работы театральной лаборатории состоится просмотр и обсуждение спектаклей Саха-театра, театров Аланхо и коренных малочисленных народов Севера. Известный российский театральный критик Татьяна Тихоновец давно знакома с работами театров Якутии. Нужно уже как бы говорить не просто о своем национальном, да, о своих каких-то корнях, о своем эпосе. Включаться уже в общий какой-то процесс мировой, театральный. Новая эпоха в театральном искусстве Якутии началась со спектакля «Желанный голубой берег мой» по произведению Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Сам Чингис Айтматов высоко оценил постановку Саха-театра. Впереди у Национального театра новые горизонты. Начиная с 70-х годов, с того, как эффект Борисова произвел спектакль Борисова, опять же «Пегий пес», провели эффект разорвавшейся бомбы. И с тех самых пор до сегодняшнего дня, с приходом Сергея Потапова, с приходом молодых совсем режиссеров, Якутский театр всегда занимал место, думаю, действительно, одно из ключевых мест в палитре, в богатой палитре национальных театров России. У национальных театров есть огромный пласт того, что можно предложить и российскому, и мировому зрителю. При этом национальная самоидентификация помогает якутским режиссерам показывать русскую или зарубежную классику с совершенно неожиданной стороны. И вот у вас сейчас, конечно, есть замечательная такая молодая режиссура, вот тот же Сергей Потапов, который уже стремится ставить и современные какие-то вещи, да, и когда он ставит где-то классику, он ее так умеет переосмыслить и посмотреть с такой неожиданной точки зрения, что, собственно, мне вот кажется, именно в эту сторону и надо направляться, потому что у театра, у якутского большие силы. Результатом работы театральной лаборатории станет повышение профессионализма не только у местных театральных критиков, но и других профессионалов, имеющих отношение к театральной жизни. Юлия Михайлова, Григорий Хлопков, Якутск. Якутянка Харчана Иванова приняла участие на мировом конкурсе кондитеров-декораторов в Лондоне. Подведение итогов, как и само участие в конкурсе, прошло онлайн. Всего в соревнованиях приняли участие 59 стран. Это порядка 800 работ в различных категориях. Свой торт якутянка представила в категории «Декоративная композиция». Вдохновилась кондитер героическим эпосом Аланхо. Так, в своей композиции Харчана показала поединок между воином-богатырем и демоном. Конкурсантка призналась, это противостояние полностью отражает нынешнюю непростую ситуацию – борьбу человечества с коронавирусной инфекцией. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня, берегите свое здоровье.